Заур Русланович, вот сейчас составляется программа ФЦП, федеральная целевая программа по возвращению в устройство крымско-татар. Я, может быть, ошибусь в названии. По устройству репрессированных народов. Да. Вот в каком состоянии, сколько средств предусмотрено, на сколько лет рассчитана программа и что планируется в 2015 году сделать? Ну, до конца 2020 года планируется выделить из федерального бюджета 10,5 миллиардов рублей. Эти все средства пойдут на мероприятия, связанные с обустройством репрессированных народов во исполнение указа президента Владимира Владимировича Путина о реабилитации армян, болгар, греков, немцев и крымских татар. 2015 год более 50 объектов планируется реализовать. Часть из этих объектов уже сегодня начаты, на них ведутся работы. Ну, из таких знаковых долгожданная школа на Фонтанах, все-таки будем мы ее продолжать строительство. В этом году мы закончим 180-квартирный дом в том же микрорайоне на Фонтанах. За счет этих средств 22 километра путей газопровода в поселке Хошкильды, 6 километров путей газопровода в селе Родниковое. Начинаем сейчас строительство детского сада в микрорайоне Ахмечит на 120 мест. Окончание строительства будет в следующем году. А сколько вот всего школ планируется в местах компактного поселения? По федеральной целевой программе 15 школ национальных планируется по Крыму в целом построить до 2020 года. Ага. В этой программе не запланировано средства на возвращение из Узбекистана, из других мест депортации? Нет, ну, непосредственно на возвращение не предусмотрено, но я думаю, что коль будут благоустроены те массивы компактного проживания, в которых живут репрессированные, это уже позволит более облегчить судьбу тех людей, которые решатся приехать. Потому что в те массивы, в котором сегодня состоянии находятся, возвращаться, это одна ситуация, а возвращаться, например, в массив, который уже газифицирован, обеспечен водоснабжением, это совершенно другая ситуация. Сейчас готовится визит в Татарстан, вы, возможно, участвуете в этой делегации. Что можно ожидать от этого визита? Вы в курсе? Ну, насколько я понимаю, должно быть подписано соглашение о социально-экономическом торговом партнерстве между Республикой Татарстан и Республикой Крым. Естественно, учитывая серьезные потенциальные возможности Республики Татарстан и ту помощь, которую она уже оказывает и без соглашения Крыму, в частности, Арбаксарайскому району, конечно, уверен, что будет обязательно ощутимый эффект для республики и для двухсторонних отношений двух субъектов. Два слова о медиацентре. Слишком много разговоров вокруг этого. Кто-то домысливает что-то, кто-то, может быть, что-то не понял. Вот несите ясность. Ну, сегодня работа идет организационно, подготовительно. Медиацентр будет создаваться однозначно. Более того, уже изъявили желание войти в медиацентр некоторые крымско-татарские издания. И самое интересное, что не только крымско-татарские издания, а вот в частности к нам обратилась уже армянская община, греческая община, которые сказали, что их газеты тоже готовы войти в медиацентр. Поэтому, думаю, очень символично будет, если такой медиацентр имени Исмаила Гаспринского заработает, будет оказывать помощь вот нашим национальным печатным СМИ, в том числе и интернет каким-то изданиям, которые готовы работать в этом ключе.